Премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев и руководитель регионального министерства экономики Умалат Таршхоев приняли участие в международной конференции индустрии халяль, прошедшей в рамках Казань Саммит-2017. Отмечу, что глобальный рынок халяльных товаров и услуг в этом году оценивается в сумму более $2 триллионов. К 2025 году, по прогнозам, его доля во всей произведенной продукции может составить не менее 20%. Делегация из Ингушетии отметила, что спрос на продукцию и услуги халяль и интерес к этому сегменту рынка вырос ввиду высокого качества продукции. Руслан Гагиев подчеркнул, что повышению спроса также способствует и строгий контроль за процессом производства продукции халяль. Завершилась конференция подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между представителями агентства по стандартизации халяль Татарстана и Эмиратов. Руслан Гагиев также дал интервью местному телеканалу. Премьер-министр рассказал журналистам о социально-экономическом развитии Ингушетии. За это сравнительно небольшой период Республика Ингушетия прошла сложный путь и добилась огромных положительных результатов на сегодняшний день. В условиях финансовой и экономической нестабильности, какие бы трудности регион не испытывал, мы не сбавляли темпы строительства социальных и жилищных объектов. Мы решили целый ряд острых проблем, которые тормозили развитие региона, создавали социальную напряженность. Это были проблемы жилищного обустройства, это вопросы неудовлетворительное материально-техническое состояние объектов социальной инфраструктуры и вообще полное отсутствие условий для проведения крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий. За последние годы в экономике и в социальной сфере республики произошли позитивные изменения, появились новые возможности для развития торгового экономического сотрудничества, вложения инвестиций. На протяжении последних лет особенностью инвестиционной политики нашей республики является, конечно, индивидуальный подход к инвесторам, работа на привлечении стратегических партнеров в целях успешной реализации инвестиционных проектов. И наша республика на сегодняшний день открыта для общения, интересных предложений и делового международного сотрудничества. В плане экономического развития, на какие направления руководство республики сейчас делает основной упор? Перспективы экономического развития нашей республики связаны в первую очередь с эффективным развитием реального сектора экономики, сельскохозяйственного комплекса, который исторически является основой экономики республики. В последние годы большое внимание уделяется развитию туристической отрасли, которая в перспективе, на мой взгляд, должна стать одной из точек экономического роста в республике. Ключевым направлением работы я подчеркнул бы, что это, конечно, создание благоприятных условий, ведение бизнеса, развитие сектора малого и среднего предпринимательства. Сейчас у нас реализуется несколько крупных, так сказать, якорных проектов, которые окажут большое влияние на дальнейшем развитие экономики республики. К этим проектам можно отнести строительство завода по производству энергосберегающего и осветительного оборудования на базе светодиодов, строительство которого уже завершено и проводятся мероприятия по его вводу и эксплуатацию. Это завод с проектной мощностью производства 300 тысяч светодиодных светильников в год, 400 тысяч филаментных ламп. Также на этом предприятии предусмотрено производство технологических баз, которые не имеют аналогов в нашей стране. Очень серьезный проект по строительству предприятия по производству окраски алюминиевого профиля. В сфере сельского хозяйства хотелось бы отметить, реализуется масштабный проект создания садов интенсивного типа на площади 1000 гектаров. Это общество «Сад-гигант Ингушетия». Сейчас еще мы рассматриваем и уже запустили очень серьезный проект по переработке мяса индейки, 10 тысяч тонн в год. Это очень мощные проекты, и я уверен, что это будет очень серьезным подспорьем для нашей экономики. Мы
С момента основания республики очень долго акцентировали свое внимание на социальный сегмент. И сейчас, конечно, мы сделали такую перезагрузку. И сейчас очень активно стараемся развивать нашу экономику, которая все-таки должна содержать те объекты, которые мы ввели за последние 7 лет.